Добрый день, дорогие абитуриенты! Сегодня я хочу вам представить магистерскую программу «Управление образованием и психолого-педагогическим сопровождением лиц с ограниченными возможностями здоровья». Я руководитель магистерской программы, доктор медицинских наук, профессор Фархутдинова Луиза Валеевна. Наша программа – это единственная, которая касается лиц с ограниченными возможностями здоровья. И главное, что она сочетает в себе, два направления. Это управление образованием, да? То есть организация работы образовательных учреждений там, где обучаются дети с ОВЗ. И вторая часть, так сказать, это психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ. То есть непосредственная разработка программ, непосредственная работа с детьми и со взрослыми лицами, с теми, у кого ограниченные возможности здоровья. Присваиваемая квалификация магистр. Срок обучения 2,5 года. Форма обучения заочная. Выпускающая кафедра специальной педагогики и психологии. Программа, по которой вы будете обучаться, составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и, что самое важное, с учетом профессиональных стандартов. Педагог, сейчас только что был стандарт профессиональный педагог-дефектолог, педагог дополнительного образования. И в связи с этим выпускник, который освоит программу магистратуры, может работать в образовательных организациях, в частности общеобразовательных, специальных, коррекционных и в инклюзивных, в службах психолого-педагогического сопровождения, в центрах развития и социальной реабилитации, в организациях здравоохранения и социальной защиты по специальностям педагог, педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, среднего, общего образования воспитателем или учителем, педагог-психолог в сфере образования и педагог дополнительного образования детей и взрослых. Вступительные испытания проводятся в дистанционной форме. Экзамен проводится в виде тестирования. В тесте 25 вопросов. Минимальное количество баллов, которое должен набрать абитуриент, это 50, максимальное 100. Продолжительность вступительного испытания 60 минут. Ни минуты больше. Больше до 1,5 часов только лицам с ограниченными возможностями здоровья, представившими соответственный документ. Самое главное, только одна попытка в течение часа, 50 баллов. Тестовые задания включают такие направления, как основные понятия специальной психологии, педагогики, характеристика здоровья, характеристика лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучение психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. Еще раз напоминаю, дистанционная форма сдачи. Первый вход происходит через логин и пароль, которые отправлены вам на электронную почту. Во избежание потери этой информации, на всякий случай смотрите папку «Спам». Последующее посещение сайта уже под своим паролем, то есть вы первый пароль меняете на свой, и таким образом создается учетная запись. Перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где хорошо видно лицо абитуриента и, главный разворот паспорта с фотографией и фамилией, именем, отчеством.
еще раз вам повторяю, время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено. 1 попытка. Инструкция по сдаче вступительных испытаний находится в личном кабинете абитуриента во вкладке «Нормативные документы». В инструкции пошагово написано, куда заходить, как пройти тест и что сделать. Обратите внимание на этот слайд. Расписание вступительных экзаменов также находится на сайте приемной комиссии во вкладке «Магистратура». То есть вы открываете сайт для абитуриентов, находите «Магистратура» и там расписание вступительных испытаний. Доступ к экзаменам открыт с 10 часов до 22 часов по местному времени. Но когда вы начинаете тестирование, начинается отсчет в течение 1 часа. Расписание также представлено на сайте, и вот для вас отмечена консультация 11 августа, экзамен, вернее вступительные испытания 12 августа с 10 до 10 вечера и 16 сентября для тех, кто подает документы после 7 августа, также с 10 до 22. Указаны резервные даты, но резерв это для тех, кто имеет уважительные причины, невозможность присутствия на экзаменах 12 или 16. Для этого тоже нужны соответственные документы. Для подготовки к экзаменам есть программы вступительных испытаний. Это также находится на сайте приемной комиссии. То есть также открываете сайт приемной комиссии, затем магистратура и затем программа вступительных испытаний. И название нашей магистратуры – Управление образованием и психолого-педагогическим сопровождением лиц с ОВЗ. Вот в этой программе представлены основные требования для сдачи вступительных испытаний и темы, по которым будет тестирование. Я уже говорила, что задания будут из 2 разделов. Это специальная психология и специальная педагогика. Основное внимание советую вам обратить на разделы, где обсуждаются цели, задачи, принципы, основные положения специальной педагогики и психологии, отрасли специальной психологии и педагогики, взгляды ученых-основоположников специальной психологии и педагогики. Разумеется, это теория Льва Семеновича Выгодского, Лурии. И много вопросов касаются проблем дизонтогенеза, это надо знать все, и развития психических функций у детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь представлены некоторые тесты. Допустим, вот вам показан тест «Параметры дизонтогенеза» и ваши ответы, что характеризует. Дальше. Положение о том, что более раннее возникновение дефекта ведет к более тяжелым последствиям, отражает суть такого параметра дизонтогенеза, как, видите, опять про дизонтогенез вопрос, малообратимые изменения в параметрах оборота той или иной функции. Это что есть? Первичный, вторичный, ядерный дефект. Это опять-таки из работ Выгодского. А дальше дисгармоничное развитие, тоже говорим о дизонтогенезе, да, и обращаемся к классификации Лебединского. То есть вот эти вопросы дизонтогенеза
вопросы подхода, научного подхода, обоснованные в работах Выгодского, Лебединского, Лурии, значит, проблемы дизонтогенеза, проблемы развития психических функций и теоретические вопросы, касаемые целей, задач, принципов специальной педагогики и психологии, будут составлять основу тестирования. Так, и еще я хотела вам привести литературу основную, к которой вы можете обращаться. То есть это учебное пособие, как минимум, да, учебное пособие по дефектологии, то есть специальной педагогике и психологии. Ну, наиболее современный учебник – это дефектология, специальная педагогика и психология под руководством Глухова. Дальше специальная педагогика и психология авторства Неретина. И такой ставший классикой учебник «Специальная психология» под редакцией Лубовского. Но это вот наиболее известные учебники, наиболее доступные. Разумеется, если вы заинтересуетесь, сможете освоить больше материала по специальной педагогике и психологии, то вы сможете показать, безусловно, более четкие знания. Здесь представлен адрес сайта приемной комиссии, вы это уже знаете, да? Сайт Башкирского государственного педагогического университета, далее раздел «Абитуриенту», и далее вы идете по разделу «Магистратура». Здесь показан телефон приемной комиссии. И еще раз повторяю мою фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, моей личной почты, и мой телефон и WhatsApp. Значит, по телефону и WhatsApp в день консультации вы можете ко мне обращаться. Ну, сейчас желаю удачи, успехов и будем вас рады видеть. До свидания.